Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, як мы вам і абяцалі, мы зараз пагаворым про выборы ў координацыйную раду і не толькі, з вельмі цікавымі гасцямі, тым больш што адзін з іх у нас упершыню увогуле у нашай студыі. Такім чынам, вітайце, лідар выбарчага спісу незалежныя беларусы, блогер, экс-боец полка Кастуся Калиновска Максим Шабуцкий. Прывітанне, спадар Максим. Здравствуйте всем белорусам, тоже здравствуйте. Ну и добраахвотнік, можна сказаць, дзеючы. Ну фактычна я зараз у варшаўскім ТРО. Зараз у варшаўскай тэрытарыяльнай абароне. Так, ну тым не менш, добраахвотнік, блогер Александр Наукович, больш вядомы як Лахвіч. Вітаю, спадарства. Я пачну з вас, спадар Максим, але давайте пачнем з палітычнага такога моманту. Што вас прымусіла ісці вот у гэта пад назвай координацыйная рада? Навошта яно вам? В какой-то момент уже стало понятно, что... И это не просто такое, знаете, популистское заявление, просто реально стало понятно, что у нас не получится вообще ничего сделать, если демократические силы будут жить своей жизнью, а добровольцы будут жить своей жизнью. И вот этот аспект объединения, это, наверное, самый главный фактор, который повлиял на решение идти. Плюс невозможно на сегодняшний день реализовать ни одну инициативу, реальную инициативу. Я пробовал писать какие-то инструкции освободительные, я пробовал делать революции из подвала. Тогда теоретический шанс был, сейчас это уже просто не работает. Поэтому надо объединяться, и единственную дорогу, которую я вижу, это через Координационный совет. Других пока путей я просто не вижу. Это если коротко. Ну, мы працягнем абмеркаванне, але Александр, вот пару тыдняў таму быў у мяне тут у гасцях размовы про тое, што можа быць я зараз стану на шлях узыходзячай зоркі палітычнага Алімпу, не было. З чаго раптам? Ну, ведаеце, атрымаў прапанову ад Максима пайсці разам. Шчыра скажу, нейкіх палітычных амбіцыяў не маю, але мне цікава, як гэта ўсё праходзіць. Таму, а дзе, як не там, пра гэта ўсё даведацца. Ось, таму ёсць імя, ёсць нейкая шчырасць, і мне падаецца, што гэта асноўнае. Што буду адстойваць? Ну, вось, як казаў Максим, мой накірунак гэта пакуль ўсё ж таку вайна. Калі палітыкі займаюцца палітыкай, то... Ну, палітыкі займаюцца палітыкай, зразумела, але пры вызваленні Беларусі сцэнар можа быць не толькі мірны. Ось, таму трэба, каб былі ў сувязі і добраахвотнікі, і палітыкі. Я чуў такія выказванні, што вось сабраліся людзі, ідуць координацыйную раду, склалі нейкія спісы, ну, по вялікаму рахунку называюць гэта ўсё палітычным працэсам, а ніякіх палітычных праграм, вот некага бачання, што рабіць, нема. У вас ёсць палітычная праграма? Ну, давайте, наверное, объективно будем смотреть на процесс, который происходит, и вообще на перспективы белорусской оппозиции за рубежом. Мы понимаем, что эта организация, Координационный совет, она априори не может быть законотворческим органом, и многое тут приходится делать, но если вот используя понятную военную метафору, уже по ходу боя, по ходу действия, корректируя свои вопросы. Программа, один из ключевых столпов нашей программы, это создание какого-то понятного, прозрачного, сильного силового блока. Потому что, честно говоря, я не очень понимаю на сегодняшний день, как демократические силы видят наше будущее и какие доводы, какие аргументы могут быть использованы в случае переговоров с Лукашенко, на которые очень часто ссылаются некоторые флагманы нашей оппозиции. Честно говоря, это непонятно. И силовая составляющая, она как один из возможных сценариев, ее надо делать, ее надо укреплять, нужно объединяться с белорусскими добровольцами, нужно здесь делать подразделения, выводить на нормальный уровень. То, что есть сейчас, те хоругви, которые работают, и Вроцлавская, Варшавская, Белостокская, это нужно объединять и делать из этого нормальную военную организацию, парамилитарную организацию, с учетом, естественно, того, что мы находимся в европейской юрисдикции. Это одна из ключевых составляющих, потому что сегодня говорить о политической программе, вы извините, у нас милитаризация тотальная в Беларуси, и война идет, и политические программы в
в чистом виде, это в Швеции и в Австралии нужно обсуждать. Здесь идет война, поэтому силовой элемент – это неотъемлемый атрибут нашей победы. Мое субъективное мнение. Других сценариев я просто, честно говоря, не вижу и не слышу от представителей, честно говоря, нашего демократического вот этого оппозиционного комьюнити. То есть отсылы на то, что там идет давление на режим, санкции, ну, это же не история про победу. Это просто некий такой мешающий, раздражающий фактор для Лукашенко. И сейчас, посмотрите, выборы начались в Координационный совет, как зашевелилось там и КГБ, как и вся эта пропаганда зашевелилась. Никто не хочет, чтобы здесь единой платформой выступали все силы, и демократические, и добровольцы. Никто не хочет объединения на самом деле. И по ту сторону забора тому же Комитету государственной безопасности и всем остальным им очень нравится, когда тут раздраи, распады организаций, байполов, каких-то вот эти вот постоянные конфликты. И одна из составляющих – это объединение с крепким силовым элементом. Вот это базис. А вот эти все популистские программы, там, ну, просто не факт, что это сейчас сработает. Поэтому силовая составляющая на сегодняшний день одна из доминант нашей деятельности, то, как мы это видим. Але калі казаць про вот вы хочаце конкретных вынікаў дасягнуць, каб що ж таки пайшла конкретная праца, а ці КР гэта менавіта той орган, дзе можна гэтага добиться. Вот ввогуле мне учора написал один человек, я не буду называть імя, он просил как бы не узгадывать, тым не менш он піша: у мяне вышэйшая адукацыя, магістратура і аспірантура плюс 20 год працы, 10 з якіх на кіруючых пасадах. Але я не разумею конкретно, што будуць рабіць людзі ў коордынацыйнай радзе. Я аблазіў сайт КР, там палова спасылак не працуе, а заявы, якія ёсць, дэкларацыі. Я баюся ўявіць, як на гэта глядзяць простыя людзі. Можа, вы ведаеце, што азначае прадстаўнічы орган беларусаў? В теории этот человек прав на 100%, но есть один маленький нюанс. Это как в анекдоте называется: походи по рынку, найди, где дешевле. Вот если бы этот человек, сколько у него там, 15 высших образований, вот пускай бы он предложил альтернативу какую-то, план действий, и с удовольствием мы бы подписались. Но тут вариант какой сейчас? Идти в Координационный совет или не делать ничего. Выбирая между этими двумя направлениями, ну, жаловаться на то, что плохо, тяжелая ситуация, но надо делать что-то. Пускай бы человек предложил какой-то алгоритм действий и предложил бы какую-то функционалку, которая будет более продуктивнее, чем вот этот Координационный совет. Но он ничего не предлагает, он спрашивает, как это будет работать. От себя скажу, учитывая опыт и понимая специфику белорусской оппозиции нашей, и смотря на прошлые созывы Координационного совета, у меня, как, знаете, в правоохранительных органах говорят, есть обоснованные подозрения, что это все развалится, и просто, простите уж за сленговый такой эпитет, вот тот самый бульбасрач, он продолжится. Может быть, так и будет. Я абсолютно тут не уверен, что из этого что-то получится. Тут в другой ипостаси вопрос: делать это или не делать ничего. Поэтому мы считаем, что надо делать. Матахары пытается. Пытанне да Шабуцкага: што з яго планам Багратион? Ён яшчэ існуе? Нет. Это план был под 2020 год, подтеряли, это была попытка инфантильная, смешная, но это была попытка сделать что-то, и я слышал тысячи там отзывов по плану, кто-то критиковал, кто-то там позитивно относился, был скепсис, но я никогда не видел альтернативы, я всегда скажу то же самое: не нравится план, окей, покажите свой вариант, своего не было, поэтому, была попытка сделать хоть что-то. На сегодняшний день нет никакого Багратиона, пока нет, потому что там инициатором выступал фактически один человек. Сейчас другая история, другая конъюнктура геополитическая. Сейчас нужно вырабатывать план только совместными усилиями. Максим, і тут можа быть пытанне будзе да Лахвіча у тым сэнсе, што я глядзеў, як толькі з'явіліся першыя спісы, яшчэ нават імёны, хто ўваходзіць у спіс, не было, а толькі вот назвы і хто лідар спісу, і іх каментаваў Курэйчык. І ён кажа, што гэтыя спісы там понятно, што, скажем, Шабуцкі як чалавек медыйны, ён хоча патрапіць у коордынацыйную раду, а паколькі прынялі такое умовы, што ты не можаш пайсці сам, а толькі спіс, то без розніцы, каго ён там набярэ спіс, кліч кінуў праз YouTube канал свой там пра сацыяльных сетках, хто прыходзьце, галоўнае, каб вот ён прайшоў.
То есть так будаваўся спіс у вашым выпадку ці ўсё ж таки людзі падбіраліся, якія ну как бы таксама маюць што сказаць, данесці і бачыць сябе ў координацыйнай радзе? Отчасти он прав, в какой-то степени оно где-то действительно так и было. И здесь дело не в том, что там в кадровой книге, ну, в моем этот шорт-лист в телефоне, что там не было кандидатов, я просто не хотел людей ставить в такую этическую ситуацию, когда человек либо отказывается, либо идет в Координационный совет, сам того не желая. И на самом деле, да, в какой-то степени я ожидал, что там будет пару человек, просто статистов. На самом деле просто феерический отклик был, очень много писем, очень много людей собрались, там у нас и блогеры, и там и Данута Хлусня, вот Наталья Богданова, и Беспалов, подключились ребята с полка Калиновского, подключились активисты. На сегодняшний день вот в списке там нет ни одного статиста, просто получилось. Задумывалось это, да, как пилотный проект, я рискнул, честно говоря, людей не хватало, я не буду этого даже скрывать, потому что я не готовился, не собирался, но на выходе получилось круто. До речі, ну, па-першае, можаш працягнуць, вот наколькі ты выпадковы там чалавек, не выпадковы, ну, попрасіў Максим, поэтому, ну, не думаю, попросил пойду вот статистам побуду, каб яму дапамагчы. Не попросил, запропанаваў. І я, ну, мне трэба быў час падумаць, ось, прычым гэта была другая прапанова. Мне яшчэ ў одну таксама партыю, так званую, ну, калі гэта партыямі называць, да? Вось, потым падумаў, што насамрэч я нічога не губляю з выбарам, калі можна пайсці, можна не ісці, я схожу. Я хачу даведацца, чым там займаюцца насамрэч, тому што вось з 20-го года ну, не моцна заўважна, што там щось адбываецца. Ось, сам пабуду, пагляджу, разберусь і, да, буду працаваць у сваім накірунку, аб'ядноўваць дэмакратычныя сілы палітыкаў і ўсё ж таку звяртаць увагу на праблемы ва ўкраіне, у добраахвотнікаў і ў гэтых рухаў. Падчас нашай з табой мінулай сустрэчы ты сказаў, зараз я вымушана знаходжуся ў Польшы, таму што мне трэба вырашыць пытанне легалізацыі. Легалізуюся і вярнуся ва ўкраіну, працягну ваяваць. Атрымліваецца, што калі ты трапіш у координацыйную раду, все, на вайне ставім крыж, ну, прынамсі, на бліжэйшы там час, пакуль ты будзеш знаходзіцца ў КР. Ну, глядзіце, яно ж прадстаўнік КР, ну, можа паехаць на вайну? Ці не можа? Может. Можа. Вось, тады я буду думаць. Вось, калі я буду карысны тут, у координацыйнай радзе, так? Калі я поўнасцю аддам сябе гэтаму свайму імкненню, руху, да, неважна, як гэта будзе называцца, і я побачу, што гэта карысней, чым я там заб'ю, напрыклад, там 10-20 маскалёў, ось, то я застанусь. Ось. Ну, не ведаю нават, што табе сказаць, дзе тут што карысней. Так у тым-то і справа, я ж кажу, давайте спачатку пройдзем, а потым паразмаўляем яшчэ. Ось. Можа, я не пройду, тады ўсё, ніякіх перашкодаў не бачу, паеду ва ўкраіну. Ось вы сказалі, што можа там сабрацца, прыняўшы такое рашэнне і паехаць ваяваць. Сённяшняя навіна пра тое, што лідар спісу «Воля» Вадзім Кабанчук напісаў заяву про тое, што ён сыходзіць з умоўна марафона гэтага выбарчага, ну таму што я так разумею, пастаўлена пытанне, альбо ты сыходзіш з палка, альбо ты сыходзіш, не ўдзельнічаеш у гэтых палітычных баталіях. Все ж таки, як вам бачыцца, гэта правільная ситуация, неправільная? Это катастрофическая ситуация. Тут надо понимать, что как демократические силы, вот эти Координационный совет, так и полк Калиновского, это молодые организации, которые учатся, растут, как ребенок, где-то спотыкается, поэтому эти процессы естественные, то, что там иногда штормит. Конкретно выборов и конкретно этой ситуации, ну, это печально просто, потому что Кабанчук человек, который, ну, он доказал, что он отстаивает годами интересы полка, и я думаю, это огромный минус, то, что этот человек не идет в Координационный совет. В целом это очень и очень печальная ситуация. Потому что лучше бы полк Калиновского единым фронтом туда шел, и лучше бы единая вот эта группа Кабанчука шла. Это был бы самый оптимальный вариант для всех, на самом деле. Давайте, может быть, сапраўды звернемся до ситуации у полку. Але вот, Лахвіч, да цябе пытанне ад гледача под нікам Бутрым Алексін. Ён пытаецца, пытанне Лахвічу, раскажы, як загінулі 4 ваяры на мяжы, што з імі здарылася і як гэта папярэдзіць у будучым. Я не ведаю, пра што гэта, ты, можа быць, ведаеш лепей. Продаецца трое? Про трех. Ну, трое. Я не можу
взять на себе адказнасць, адказаць на гэтае пытанне. Ведаеце, ёсць камандзіры підроздзіла, у якім загінулі. Вось пытанне хутчэй можна задаць камандзірам. Шчыра не адкажу. Добра, ведаеце, учора, калі тут, відаць, пайшла інфармацыя, што сёння ў мяне будуць у гасцях вось Максім Шабуцкі і Лахвіч, там прыйшлі каментатары з нагоды і пісалі: ну шо, будзе Лукашук адмазываць Шабуцкага? Я не зразумеў, адмазываць, замазываць, і ці трэба тут ад Шабуцкага ад нечага адмазываць. Але сітуацыя з палком і с вашим відэо вас адразу как бы пачалі абвінавачваць у тым, што слівае інфармацыю, падстаўляе полк, там пісалі рознае. Як вы ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю і сваю ролю ў гэтай сітуацыі? Это не первый раз, когда на глупости приходится реагировать, но сейчас ситуация вышла, поэтому давайте я вам хронологию в 2 словах расскажу, как это вообще было. В полку Калиновского, чтобы вы понимали, конфликт назревал давно, управленческий конфликт, там есть люди в штабе, и уже смысла нет скрывать, это Микола с непонятной абсолютно функцией, и человек, позиционирующий себя начальником штаба, Ваниш, его жена, которая отвечает за соцсети, и это люди, которые во многом определяли и финансовую часть полка, и организационную, и с точки зрения командного состава, и прочее, это не нравилось большинству. Это терпели потому, что никто не хотел разваливать полк. Сейчас ситуация уже тупиковая, рекруты не едут, денег нет, куча поломанных машин, не хватает запчастей, поэтому ситуацию уже сдерживать ее смысла нет. И тут конкретно вот в этом случае просто получилось так, что на базе после успешного выполнения боевых задач, а это отметили все, и в ГУРе отметили, просто полку дали отдохнуть, очень много людей оказались на базе. И именно поэтому ситуация вышла. Это очередной конфликт, но в этот раз он вышел, потому что люди были все на месте. Касательно выборов в Координационный совет. Несколько человек написали ко мне, с моей фракции хотели идти, там и командир пехоты батальона Литвин. Изначально он вообще не в КС, он обратился просто потому, что у них предполагался рост, к ним должны были перейти люди из других подразделений, спрашивал тут, чем помочь можем по волонтерке, гуманитарке и прочему, и как раз выборы в Координационный совет. И я предложил, говорю, пошли, и будешь сам эти вопросы решать напрямую, чтобы не было этого испорченного телефона. И дальше уже просто началось сумасшествие. Вот эти представители штаба отказали категорично ребятам в их праве баллотироваться в Координационный совет. Я сегодня утром посмотрел частичку стрима Курейчика, где он говорил о том, что это абсурдно, незаконно, эти люди не имеют права туда идти. И это тот случай, когда, наверное, перед тем, как давать вот такие заключения, нужно немножко разбираться в фактуре. Давайте сначала я вам покажу с точки зрения законодательной части. На сегодняшний день есть контракт, подписанный между военнослужащим и украинской армией. Вот этот контракт, я показывать его в камеру не буду, я вам могу дать почитать. Касательно законов, которые нарушают люди, которые идут в Координационный совет, есть субъективное мнение там Курейчика, зрителей, оппозиционеров. Это частное мнение частных людей. Украина, пускай молодая, но это правовое государство демократическое, пускай со своей специфической конфигурацией. Там есть законы. Есть закон о правовом положении военнослужащих, где четко по белому написано, что военнослужащие не имеют права быть членами каких-либо политических партий, организаций и далее. Они не имеют на это права. Отдельный раздел и отдельная статья. Действия этого закона не распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу в вооруженных силах Украины. Все, мы закрываем этот вопрос. С правовой точки зрения этот вопрос закрыт. Бойцы полка Калиновского имеют абсолютное законодательное легальное право баллотироваться куда бы то ни было. Далее мы понимаем, что полк Калиновского находится в юрисдикции Главного управления разведки. Туда шли баллотироваться в Координационный совет люди, там все известные люди, там и Настя Север, и Вадим Кабанчук, и с моей вот этой группы ребята шли, и мой командир пехоты со мной, который шел Литвина, это вообще человек с юридическим образованием. Вы же понимаете, что такое армия. Никто никогда не пошел бы на это, несмотря закон, не закон. Было получено согласие у командиров в ГУРе. Единственный вопрос, который они поставили, ваша вот эта деятельность, она повлияет на выполнение боевых задач? Нет, не повлияет. Наоборот,
наоборот, будет больше популярности, поедут больше белорусов, будет больше финансирования, больше помощи. Все, ребята, Бог вам в помощь. Больше, кроме этого, пошли на всякий случай к военным юристам консультироваться. Те тоже просмотрели, сказали, никаких препонов, никаких претензий нету. Собрался практически весь личный состав полка Калиновского, который абсолютно большинством голосов проголосовал за то, чтобы ребята шли баллотироваться. И вот эти вот представители штаба, используя, я просто не знаю, какие связи и знакомства, они вот эту ситуацию просто взорвали изнутри, вывели конфликт на какой-то информационный абсолютно уровень, где начали комментировать Лукашенко, Тертель, где начали там эвакуировать киевские больницы, и людей, просто бойцов, поставили в такой этический момент, когда просто очень сложный этический выбор, потому что у нас там все ребята, они просто порядочные люди. И когда эта ситуация начала раздуваться, командиры, не штабные командиры, а гуровские командиры просто сказали, ну, ребят, вы понимаете, что из этого, из хорошей идеи что получается, и поэтому по этическим соображениям вот на сегодняшний день все бойцы полка Калиновского, действующие из моей фракции, заявили о выходе, потому что это просто очень этически некрасивая ситуация. Касательно моего момента, что я там раздуваю, не раздуваю, после общего собрания, которое произошло на базе, по инициативе командира полка на официальном телеграм-канале в 19:22 22 апреля был дан пост, где было сказано о том, что произошел общий сбор, и по решению этого сбора исключен 84% голосов, исключен боец с позывным Микола. Потом этот пост, он исчез из пространства. Не знаю, у меня тут где-то скрин не делали, был этот скрин. Но он есть в телеграм-каналах, это легко верифицировать. Не знаю, кто его удалил и во сколько его удалили. Сделали это ночью. Вот этот пост, который был, вот он. В 19:23 официальный телеграм-канал полка Калиновского. На следующий день утром, основываясь на официальном телеграм-канале, я снял видео, где прокомментировал вот эту ситуацию и сказал то же самое, что здесь написано. И вот эти вопросы, кто куда лезет и какие там в деятельность полка, извините, я блогер, я свободный человек в свободной стране, это мое право. И то, что я ссылаюсь на официальный канал, это прокомментировал, поэтому больше этот абсурд комментировать не буду. Ночью этот пост, который инициировал Кит, командир полка, был удален, потому что соцсети на сегодняшний день находятся в руках там у этой жены начальника штаба, которая вообще украинка по национальности, вообще непонятно, какое она, по идее, к этому отношение имеет. И дальше конфликт уже вышел в открытые средства массовой информации, ну и дальше случилось то, что уже случилось. То, что, к сожалению, Кабанчук должен был выйти, и мои ребята, вот эти очень классные ребята, ну, простите, не мои, те, которые со мной идут, они были поставлены в очень ужасную ситуацию. Фатально это или не фатально? Нет, это не фатально, но я думаю, что на самом деле то, что происходит в полку, это очень серьезный экзамен. И если полк Калиновского пройдет этот экзамен, то у него есть будущее, как у платформы для национально-освободительного движения. Если он этот экзамен не пройдет, это будет сухая статистическая боевая единица украинской армии, и не более того. Пытанне нік не прачытаю ад нашага гледача, якім чынам могуць ваяры палка удзельнічаць у нейкай палітычнай дзейнасці падчас вайны? Сапраўды, Лахвіч, вот я вот да цябе, можа быць, спачатку звярнуся, але потым і Максіму таксама попрашу. Былі Максімам сказаныя словы: удзел у выбарах і ў самой працы каардынацыйнай радзе не паўплывае на выкананне баявых задач. Вот уяві сабе, ты стаў дэлегатам каардынацыйнай рады, адначасова ты баец нейкага там падроздзела ЗСУ, ты на перадавой, на перадке, вот ты выконваеш задачы, а табе там пишуць: у нас там праз гадзіну пасяджэння каардынацыйнай рады. Вот як ты можаш выконваць свае задачы у каардынацыйнай рады, каб не нашкодзіць баявым задачам, ці наадварот? Ну, все вельмі проста, расставляюцца прыярытэты. Калі я ўсё ж таку ваюю, то я ваюю, я не можу кінуць пост, так? Ну, ось, але нельга і забіваць тады на палітыку. І вось тут трэба будзе ў вольны час мне сесці і падумаць, што мне трэба рабіць. Я вам ужо адказваў сёння, што я падумаю, як толькі пройду, ці паеду я ўвогуле ва Ўкраіну. Па-другое, мы працуем камандамі, так? І калі я ўпэўнены ў сваёй камандзе, то некаторыя дні, калі я буду заняты, я буду на пазіцыях, я думаю, яны будуць без мяне. Ось. Але як толькі ў мяне з'яўляецца час, я патэлефанаваў, мы зноў паразмаўлялі, я зноў у тэме. Але асноўнае гэта расставіць прыярытэты. Так, на два накірункі складана будзе працаваць.
Можно момент? Да, конечно. Прокомментирую. Тут момент чисто технический. Вы должны понимать, что полк Калиновского – это Главное управление разведки. Это не пехота ЗСУ. Полк не воюет таким образом, что там посадили как зэсиков в окопы, и они по полгода могут оттуда не выходить. Полк выполняет точечные задачи. Поэтому есть свободное время, есть ротации, и это время каждый человек может использовать по своему усмотрению. А вообще, в целом, вот эти вопросы, честно говоря, уже немножко какой-то раздражительный характер вызывают. А как может боец там совмещать? Я, простите, если это немножко будет негативно с моей стороны, где-то эмоционально, вы простите, но вам какое дело? Бойцы Калиновского – это свободные люди в свободной стране, у них есть такое же право. И вот это вот, знаете, какая-то сегрегация искусственная, деление тут на черных и белых. Политики могут идти, а у тебя права нет. А в чем у него право есть? Только сдохнуть под Бахмутом? Он такой же свободный человек, он белорус с паспортом, у него есть такое же право баллотироваться. И если он решил, причем это не просто белорус, это белорус из той категории, который во имя своей идеи ставит самую большую ценность, он свою жизнь ставит на эту, вот в эту рулетку закручивает. И если эти люди решили, не диванным вам, ребята, извините, осуждать этот выбор. Если они решили, значит, у них есть возможность, значит, им оттуда виднее, как они могут работать. И такой же выбор, это такие же люди. Если они решили, вы поддержать их должны и радоваться, что это люди, самые чистые, искренние люди, которые воюют, и что они идут для того, чтобы сделать что-то хорошее, а не осуждать и ставить препоны. А как вы будете воевать? Можно и воевать, и работать. Секунду, тогда таксама разумееце, я просто за сябе, я уявіў сябе на фронте, вось менавіта, дзе я працую і так далей. Калі я буду воеваць у кіеўскім котле, то у мяне часу на коордынацыйную раду будзе вельмі шмат. Тому что я не ведаю, што яны там робяць. Ось. Калі я еду воеваць, я на фронте, я воюю, да? Тады зразумела, прыярытэт гэта захаваць сябе, пад ашкепак альбо пад кулю не падлезці. Калі я буду сидзець у Киеве, я можу не толькі коордынацыйнай радай займацца. Прабачце, да. Гэта такі намёк, што дарэмна Кабальчук вырашыў не ісці ў коордынацыйную раду. Але мы гэтую тэму працягнем. Я, дарэчы, хацеў бы зараз звярнуцца да ўсіх, хто нас глядзіць. Па-першае, як я ўжо казаў, што спадар Шабуцкі, што Лахвіч, яны апроч сяго яшчэ блогеры, а можа быть найперш на дадзены момант блогеры. Таму, калі ласка, на YouTube канал Максима Шабуцкага, на YouTube канал Лахвіча подписывайтеся, каб сачыць і за тым, што яны кажуць, што яны робяць і да чаго заклікаюць. І безумоўна, не забывайте про YouTube канал Еврорада. Адзіная заўвага, калі бяспечна для вас, то подписывайтеся, расширвайте, лайкайте і задавайте свае пытанні. Максим, два пытання ад розных людзей, але чымсьці падобнае. Першае, Александр пытается: дзіўна, што пра Кіта і астатніх вы маўчыце, толькі Ваніш і Мікола вінаватыя. Ігор Іванченко пытается: калі вы бачылі гэтую плачэўную сітуацыю у ПКК, не адчуваеце сваю віну, што зазывалі людзей туды? Да, однозначно. И вина, и мы виноваты и в ситуации в полку, и мы виноваты в том, что в Беларуси происходит, и виноваты и с Лукашенко. Мы его выбрали. Никто его нам не насаживал, ни какой-то не план Далиса, ни план Кремля. Мы сами выбрали, мы сами взрастили эту ситуацию, да. Это абсолютно бесспорно, здесь даже говорить не о чем. Но единственное, что, мне кажется, каждый человек в какой-то момент должен попытаться что-то исправить и что-то сделать. А касательно внутренней кухни полка Калиновского, у многих людей, которые работают там, и те же киберпартизаны, многие, кто так или иначе в коллаборации с полком Калиновского, просто это был выбор всегда из двух зол, никто никогда не хотел этот очень мощный, крепкий бренд разрушать, и просто, мирились, потому что органически полк рос, то есть люди росли, он информационно рос, но сейчас просто ситуация вышла, когда ситуация тупиковая, поэтому есть ли элемент моей вины? Да, абсолютно бесспорно есть. Хочу ли я это как-то исправить? Да, хочу и пытаюсь. Пытанне было таксама про тое, что вот Еўразвяз не дае беларусам грошы под военные мэты. Хто сказаў, что хтосьці дасць грошай, калі военные кшталту Шабуцкага ці Лахвіча пройдуць у коордынацыйную раду?
Я встречался с отставником, я уже говорил это на днях, встречался с отставником польских сухопутных войск, он полковник, он сказал, что теоретически, если обстановка накалится на украинском фронте, и если будет, ну, особенно в приграничье, где-то с каким-то образом конфликтная ситуация выйдет на Польшу, то есть где-то какой-то самолет, какая-то ракета залетит, он говорит, теоретически вполне реально на законодательном уровне протолкнуть идею о сформировании белорусских подразделений в составе польских сухопутных войск. Насколько это реально, я не знаю. Это мнение польского полковника. А учитывать вот эти, опять-таки, вероятности, подсчитывать статистику, но опять мы возвращаемся к простому бинарному восприятию этой ситуации. Либо пробовать, либо не пробовать. Может быть, денег не дадут, может, не дадут. Будем что-то другое делать, потом третье, четвертое. Пока не отказали во всех кабинетах, но будем туда стучать. Тут все просто. Как-то так. Патлумачце мне пытанне зараз да абодвух, все ж таки, як вам падаецца, як это працуе, калі паводле усіх уставаў палка могуць збірацца там рада камандзіраў, там сход можа быць сам байцоў палка, прымаць нейкае рашэнне, ну яно нібыта вот законнае, а потым нехта нешта мяняе, адмяняе, і ўжо новае законнае рашэнне ёсць. Як это працуе ввогуле? Лахович, патлумач мне, кай ласка. Как и в Беларуси, да? Ну, так, давайте спачатку. Нейкая закон быў прыняты, але яго потым адмянілі. То вы, напэўна, пра тое, што вось было галасаванне, да? Ну да, што прынялі рашэнне галасамі. Ну, то есть, вот, яны ж законна сабраліся, яны мелі на гэта права. Ну, так. Прынялі такое рашэнне. Значыць, гульня пераходзіць на іншы ўзровень, там, дзе ўжо дядзенькі з коркамі, так, і пры пасадах. Ну, ось. А калі мы уявім, што Украіна крыху карумпіраваная, то тады ўсё становіцца на свае месцы. Максим, ваше бачанне? Ну, честно, мне постановка не очень корректность этого вопроса нравится, потому что отменять решение... Так а кто его отменял? Здесь нет отмены никакого решения. Был общий сбор, на котором было принято решение, и была просто информация на сайте полка. Ну, вы понимаете, что сегодня есть два сайта полка, где просто есть... Не знаю, вот они, видите, один сайт... Вот от 23 числа на сайте полка решение об увольнении Миколы. Вот вторая информация на втором сайте, на котором это запрет. Поэтому это просто дублирование на различных информационных ресурсах. Общее решение бойцов полка Калиновского никто не отменял на сегодняшний день. И то, что бойцы отказались идти на выборы, это их личностный, очень сложный, но вместе с тем, на мой взгляд, правильный моральный выбор. Калі, то есть, што бойцы парушылі, калі б яны сказалі, што вы не маеце права там нешта нам указваць, таму што на сходзе мы прынялі такое вось рашэнне. Можа, я не разумею, вот як ўсё-таки структуру, таму што першапачаткова мне ўвогуле дзіўна было, што баявая адзінка можа ўвогуле збірацца на нейкі сход і сходам вырашаць. Ну, по идее же, есть командир, который... Вы не совсем правильно конфигурацию полка Калиновского понимаете. Это добровольческое подразделение. Добровольческое подразделение в составе вооруженных сил государства, внутренняя кухня, внутренняя вот эта парадигма управленческая, она может быть в двух видах. То есть, командир может быть либо назначен, либо избран. В случае полка Калиновского это юрисдикция Главного управления разведки. Поэтому, если бы пришел туда условно Буданов и сказал: Кит, ты командир, ты заместитель, ты комбат, все, вопрос закрыт. Этот вопрос бы был закрыт. Но с учетом того, что белорусы очень классно воюют, с учетом того, что их очень много, очень известный бренд, то вот эти вопросы самоорганизации, они просто отданы белорусам. Ребята, вы сами организуетесь. Мы делаем штаб, мы делаем боевые задачи, вы их выполняете, а вот эти вопросы, тут медийка, пресс-служба, это вы сами организуете. Поэтому это внутренние организационные вопросы. И внутри с этим, с этим были проблемы. Это то, о чем мы говорим, что полк — это относительно молодая организация. Идет процесс такое становление, штормит, и полк штормит, поверьте, гораздо меньше, на мой взгляд, чем тут некоторые демократические силы. Опять-таки, мое мнение.
Ситуацыя такая, вось мы уже узгадали Кабанчука, які прыняў рашэнне сысці з выбарчага марафона дзеля того, каб заставацца ў палку. Я ведаю, что шмат добраахвотнікаў, прычым дзеючых, спачатку вот пагадзіліся ўзяць удзел у гэтым, і зараз яны на вось такой дылема: ці спыняць свой удзел у выбарчай кампаніі і вяртацца, ну, в смысле, заставацца ў палку, альбо пісаць рапорт, сыходзіць і как бы уже жыць мірным, але палітычным жыццём. І я ведаю, я не буду зараз называць імёны, тому что не атрымаў іх такого дазволу, што ёсць людзі, якія вырашылі напісаць рапорт. Ці не азначае гэта, што вось вся гэтая сітуацыя з выбарамі, з прыцягненнем добраахвотнікаў да выбарчага працэсу, яна, ну, міжволі прывяла да таго, што, ну, скажем так, могуць быць вельмі негатыўныя наступствы для самого полка? Негативные последствия какие могут быть? То, что полк расти не будет и масштабироваться бренд, этого что, уже что нету. частка этого людей уже сыдзе. нету. Так бы яны заставаліся за вот того, что яны берут удел, Ну, решать, честно говоря, это человеку, решать, умирать или не умирать на войне, это решение конкретного человека. И вот эти вот такие, ну, спекулятивные немножко категории, хуже или лучше, это выбор каждый индивидуально делает. И то, что сейчас ситуация происходит, если полк переборет вот эту ситуацию, если он самоорганизуется и трансформируется во что-то большее, то это очень и очень большая перспектива перед полком открывается. А с точки зрения того, что там 10-15 человек уйдет, ну, это не повлияет стратегически ни на что. Условно говоря, будет там в полку 1000 человек или 500 человек, а вопрос-то не стоит. Вопрос стоит там за 10-15 максимум человек. Это, ну, по функционалке это не ударит. А в целом, если говорить о масштабировании полка Калиновского, там уже с этим проблемы, добровольцы уже не едут. Надо кардинально что-то менять, это тупиковая просто ситуация. И вот эти управленческие товарищи, которые там, они уже просто не тянут полк Калиновского, он перерос их уровень. Они не понимают, что такое там работа в информационном пространстве, они не умеют выстраивать коммуникацию с личным составом. Вот эти вот казарменные нахер-захер, дурак, не дурак, это не работает. Добровольцы разные едут туда, умные люди туда едут. Это добровольцы, к ним нужен подход, с ними нужно выстраивать коммуникацию. И просто те, кто на сегодняшний день там часть штаба, они просто этого не понимают. Это они своими дебильными реформами завели просто полк в такую ситуацию. И если бы там хоть совесть у кого-то была, у того же Миколы, он бы просто встал, ушел, и этой ситуации бы не было как таковой. А то, что они вцепились, как питбули просто в эту власть, и хоть ты за ноги поднимай, хоть не за ноги держатся, ну так вопросы им задавайте. То же самое, как сказать сейчас, ситуация 2020 года, ну вот она привела к тому, что белорусов сейчас на 1 миллион меньше стало. Так может не надо было в 2020-м выходить на улицу тогда? Ну извините, это вот ваш вопрос, если его интерпретировать. Ну то же самое, так что теперь, будем ничего не делать, смотреть? На сегодняшний день это уже внутреннее дело полка, честно, и отвечаю я на эти вопросы, на самом деле, потому что задают, и потому что компания тут идет, потому что приходится отвечать. На сегодняшний день, еще раз говорю, это внутреннее дело. Я думаю, что полк этот экзамен пройдет. Ну, мне хочется в это верить, на самом деле. Мне таксама хочется верыць у гэта. І калі казаць пра праблемы, якія ёсць, адна з іх, і вот мы с тобой говорили про гэта, это пытанне легалізацыі. Як ты думаешь, это пытанне, в прынцыпе, да абодвух? Як вы думаете, праз координацыйную раду, вось гэтыя пытанні, можа быть, дапамогі з легалізацыяй, з вырашэннем вот этих усіх пытанняў праз координацыйную раду, ці думаете вы, што іх магчыма вырашыць? Так. Просто я задумался про про минулое пытание. Ты можешь, ты можешь, да? Ты свободный человек, свободный. Да нет, так, тихо. А то подумаешь, что я... Ну, я ж заўсёды кажу, ёсць што сказаць, кажу, глядзіце, я там хочу просто было шмат пытанняў, я просто думал, там было пытанне наконт таго, што я кагосьці выгаражваю, напрыклад, таго ж кіта. Нет, на маім YouTube-канале я зараз серыял про кіеўскі кацёл пачаў рабіць, і там да кіта таксама былі пытанні. Просто зараз я чакаю афіцыйнай заявы ўсё ж таку ад палка. Але разбіральніцтва працягваецца. Тое, што 2 асобы даўно ўжо сябе дыскрэдыцыравалі. Гэта зразумела. Я падтрымліваю добраахвотнікаў, аснову палка гэта ваяры, гэта байцы. Чым што скончыцца, кожны дзень, кожныя паўгадзіны мы бачым щось новае.
і Кабанчук застаецца, ураду не пойдзе і так далее, і так далее. Таму за полк, ну, з цягам часу я спрабую штодзённа дадаваць на сваім канале нейкую інфармацыю. Так, было пытанне, што людзі сышлі, і гэта паўплывае на боездольнасць підроздзела. Менавіта на гэты підроздзел, на боездольнасць ужо нічога не паўплывае, таму што насамрэч, ну, ёсць нейкі занепад добраахвотнікаў. Людзі не вераць. Ось, і чаму я зараз змагаюсь? Вось у мяне асноўная павестка — гэта не каардынацыйная рада. На сённяшні дзень, вось на сёння, на заўтра, паслязаўтра я вельмі хварэю, балею за полк. Ось, і калі там адбудуцца кардынальныя змены, то будзе шанец марудна, паступова, але зноў вырасці. І вось гэта будзе, за што я буду змагацца. Ну і пытанне наконт каардынацыйнай рады, якая будзе дапамагаць добраахвотнікаў, так я туды дзеля гэтага іду. Гэта і легалізацыя, гэта і дапамога, гэта і... Ну, я на звязку з шматлікімі добраахвотнікамі. Я не толькі з ПКК ведаю беларусаў, якія служаць у ЗСУ ва ўкраіне. Да? Ось, таму я буду напрямкі даведвацца пра якія праблемы, якія трэба падымаць у той каардынацыйнай радзе, куды вось я прыйду. І калі мяне атрымаецца там застацца, я нават не ведаю наколькі. Ось, я не ведаю, як яна працуе. Я даведаюсь і будзем працаваць. Ці думаеце вы ўсё ж таки працаваць асобна, ці будете думаць пра нейкія там блокі з нейкімі іншымі сіламі палітычнымі? Я вообще не считаю это вопрос даже, ну, смысла поднимать, потому что тут, на самом деле, у меня там врагов нет. Там есть люди, которые мне очень импонируют, есть, которые менее, но если завтра встанет, да любой Прокопьев, если он встанет, если он предложит какую-то хорошую идею, какой-то концепт, который будет понятен, который будет интересен, у которого будет перспектива. Мы это обсуждали внутри своей фракции, мы сразу говорили, с чем бы мы, с какой бы повесткой мы туда не шли, если у кого-то будет план лучше, мы просто присоединимся. Поэтому будем по ходу действия смотреть. Блогер жыве актыўны тут у нас у каментатарскіх, що там спрабаваў дамагчыся, каб Шабуцкі попрасіў прабачэння за сцяг Савецкага Саюза за спиной. Я, правда, не бачыў, таму не ведаю. Можно я подумаю? Пробачение у него конкретно должен попросить? Не ведаю, видать, у яго, да. Но это просто очень сложно на расстоянии делать. Он пускай и приедет, и это действительно большая моя вина. Я бы хотел просто в лицо бы человеку извиниться, потому что действительно вопрос-то серьезный, поэтому без проблем пускай свяжется и приедет, и я с удовольствием встречусь и извинюсь лично. Я хотел прокомментовать, я таксама памятаю тыя відосы са сцягам. Ось, і я зразумеў, што чалавек працуе на розную аўдыторыю. Мне ён не падобаецца гэты сцяг. Але гэты сцяг можа падобацца, напрыклад, беларускай арміі, да? За якую мы таксама змагались у 2020 годзе. Ось, таму падабаецца, не падабаецца, гэта не важна. Трэба просто чуть тыя думкі, якія табе даносіць чалавек. Ну и вообще тут принципиальный очень момент, то, что сегодня на геополитической арене произошла монополизация Российской Федерации вот этой победы в Великой Отечественной войне, это один момент, это вопрос политики, не политики, но по этому флагу, честно скажу, есть мнение Живе, есть мнение мое, есть мнение миллионов, но мне кажется, было бы, наверное, корректнее просто подождать до того отрезка, когда последний там ветеран умрет, который считают действительно это флагом победы, а потом уже там его, пускай делать с ним что угодно, хоть в музей, кто хочет что-то негативное, но пускай эти люди, давайте им уже дадим дожить, потому что значительная часть из них, я не хочу говорить про пропаганду, насколько они подвержены, не подвержены, все мы видим, какая огромная информационная война идет, но просто чисто по-человечески эти люди прошли войну, и я помню неоднократно в Беларуси, когда на 9 мая задавали эти вопросы, что для вас это знамя, они говорили, для нас это знамя победы, и то, что сегодня под этим знаменем в Украине совершаются преступления, но не нужно это смешивать, и просто чисто из человеческих каких-то категорий оставьте вы уже этих ветеранов, дайте им дожить, будем мы уже тут новую страну с новыми флагами строить, оставьте историю историкам, и вместо того, чтобы вот эти вот советы, работать лучше, делать что-то конструктивное, а не тут про флаги дискуссии устраивать, абсолютно некорректные, прошу прощения, от себя просто. Не люблю этого, когда вот делят людей, там, черные, белые, левые, правые, там, националисты, коммунисты. Ну, просто в целом очень негативно к этому отношусь. Ну, делишь, не делишь, у кожнага свае погляды, а просто трэба уметь неяк знайсці агульныя, можа быць, мэты, паразумецца, да, і сумесна рабіць агульную справу
здольны да гэта? Ну я ўжо на звязку з 3 партыямі іх называць, як гэта? Ну пакуль спісы называюцца, не то што там партыі. Тым больш, што там жа ж амаль што ў кожным мае пабрацімы, ну мінулыя экс-байцы. Ось таму на звязочку, канешне, можам і фракцыю і кааліцыю зрабіць, все што заўгодна. Мэта ў нас адна, ну вызваленне Беларусі. Але хтосьці бачыць праз вызваленне Украіны, хтосьці праз паразу Расіі, хтосьці праз аб'яднанне там усіх дэмакратычных сілаў. Нам не мае што дзеліць. Вось у чым справа. А если все пройдут, то теоретически и силовой захват Координационного совета вполне возможен, потому что там очень много представителей. Чтобы Латушка это понимал, Пал Палыч, что тут сейчас ставки-то повышаются. Вот так вось на пэўных так не пагрозах, а намёках Пал Палычу і завершаем наш эфир. Таким чынам, в прынцыпе, сапраўды, вось Лахвіч правильно сказаў, я так прыкінуў, у кожным спісе дзе адзін, дзе два, дзе і больш людзей, якія былі звязаныя, сёння звязаныя, маюць дачыненне да добраахвотнікаў, да вось нейкіх таких мілітарных, як это зараз называется, структуры, маюць дачыненне. Гэта правільны, то есть вот такі шлях, што нарэшце і гэтым людзям далі магчымасць сказаць сваё слово? Это издержки того исторического отрезка, где мы находимся. В целом, конечно, военные люди, каждый должен своим делом заниматься. Врач лечить, строитель строить. Военные должны заниматься военным делом. Но, к огромному сожалению, мы на таком историческом отрезке находимся, что у нас война. И поэтому военные, они как минимум, или околовоенные, они должны иметь право голоса при любом раскладе. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, але я думаю, што кампанія толькі распачалася. Ну, а тым больш, што я думаю, што мы сустрэнемся і потым яшчэ і з дэлегатамі Коордынацыйнай рады, і таму не адзін раз сустрэнемся тут у студыі. Дзякуй вялікі. Максим Шабуцкі, Лахвіч, Александр Навукович, ну і Зміцер Лукашук былі з вами. Яшчэ раз нагадываю, подписывайтеся на YouTube канал Максима Шабуцка, Лахвича, ну і про Еврорада не забывайте. Слухайте, глядите, подписывайтеся. Живи Беларусь. Спасибо, что пригласили. Дякую.